قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. О рабы Аллаха, наш Всевышний Создатель отправил к нам, к потомкам Адама, своего посланника. Благородного посланника отправил его с истиной, отправил его с увещеванием, отправил его благовестником и увещевателем. Он сделал его ярким светочем, он сделал его путеводителем, который выводит нас из мраков к свету. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, придя в этот мир, став пророком, он начал призывать людей прежде всего к тому, чтобы они отвергли поклонение и служение кому бы то ни было, кроме Всевышнего Создателя. Призывал к этим убеждениям таухида, единобожия, чтобы они укрепились в сердцах, чтобы рабы Аллаха могли войти в рай. Аллах вывел людей посредством этого пророка из тьмы к свету. И надлежит нам держаться крепко за те наставления и заветы, которые оставил этот пророк. Каждое его наставление – это сокровище, это клад. И я хочу поздравить вас сегодня. Я хочу поздравить вас с тем, что многие сегодня люди, если не сказать большинство из тех, кто обитает в этой земле, они сейчас заняты погоней за мирскими благами, за куском этого мира, за наслаждениями и утехами этого мира, а вы, по милости Аллаха, пришли в дом Аллаха. В дом Аллаха, чтобы приобрести сокровища. Люди будут возвращаться домой с долларами и с гривнами, а вы возвратитесь с дозволения Аллаха с заветом от пророка, алейхиссалату вассалям, с этим кладом. Заветов много у пророка, алейхиссалату вассалям. Давайте сегодня поговорим об одном из наставлений посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Передает Заид ибн Аркам. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «У'будиллаха кааннака тарах, фа ин лам такун тараху, фа иннаху ярах». Поклоняйся Аллаху так, как будто ты его видишь. Если ты не видишь его, то он видит тебя. «Вахсаб нафсака ма'аль маута». И считай себя среди умерших. «Ваттаки да'ваталь мазлум, фа иннаха мустаджаба». И бойся мольбы несправедливо обиженного, потому что она получает ответ. Посмотрите, наш посланник, саллаллаху алейхи вассалям, дает нам этот великий завет. Этот завет на самом деле это залог счастья в этом мире и вечном мире. Это залог нашего спасения. Почему вы скажете? Да потому что спасение людей возможно через покорность Аллаху субхану ва тааля. Другого пути нет.
Спасение от наказания через оставление грехов. А вот эти заветы нас побуждают, нас толкают к тому, чтобы мы были покорными Аллаху и чтобы мы не ослушивались Аллаха Субхану, избегали прегрешений. Посмотрите, говорит пророк алейхиссалату вассалам: поклоняйся Аллаху так, как будто ты его видишь. Представьте, если мусульманин будет держаться за этот совет. Кто-то скажет: мы много раз слышали этот хадис. И многие так говорят: я знаю хадис, не говорите мне его, я уже его слышал. Хадис пророка алейхиссалату вассалам — это такие слова, которыми не пресытится человек. И каждый раз он будет находить в них пищу для своего сердца. Если мусульманин будет держаться за этот совет, поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь его. Если ты не видишь его, то Аллах видит тебя, то разве это не подтолкнет человека, не заставит человека быть покорным Аллаху, бояться ослушиваться Аллаха Субхану ва Тааля? Другой совет, который дает пророк алейхиссалату вассалам: «Вахсаб нафсака ма'аль маута», считай себя среди мертвых. Если человек будет считать себя уже среди мертвых и готовиться к смерти, к уходу из этого мира, до того, как наступит этот уход на самом деле, то разве эта подготовка не заставит его быть покорным Всевышнему Аллаху? Не заставит его испугаться грехов и ослушания Аллаха? А третье, что говорит пророк алейхиссалату вассалам: «Ваттаки да'ваталь мазлум», бойся мольбы несправедливо обиженного, ибо она получает ответ. Разве эти слова не заставят тебя бояться обижать людей без права на то, чинить несправедливость, обманывать, сквернословить, злословить о людях, распространять сплетни, ранить их своим языком или причинять им вред своими руками? Эти советы – чистая жемчужина. Это великое увещевание от того, кто есть последний из пророков, которых направил Всевышний Аллах к обитателям земли. Если мы будем держаться за эти советы, то жизнь наша изменится коренным образом. Вообще состояние каждого из нас по отдельности и общество в целом изменится коренным образом. Пусть это не будут слова, которые заходят в уши и не доходят до сердца. Если держаться за них, поверьте, наша жизнь изменится коренным образом к лучшему, и мы обретем счастье. Сын Адама. Муракабатуллах, то есть постоянное ощущение человеком того, что Аллах наблюдает за ним, постоянное ощущение контроля Всевышнего Аллаха, это то, о чем говорит пророк алейхиссалату вассалам в первом предложении. Бояться Аллаха Субхану ва Тааля, чувствовать его контроль всегда. Когда ты в уединении, никто тебя не видит из людей, и когда ты находишься в обществе, ночью и днем, знать, что Аллах Субхану ва Тааля смотрит на тебя, что Аллах наблюдает за тобой, что каждое твое слово и каждая мысль, каждое движение твоего сердца и души, каждое движение твоих органов, все это под контролем. Куда ни пойди, над тобой контроль Аллаха Субхану ва Тааля. Инна Аллаха кана алейкум ракиба. Поистине Аллах, Он над вами наблюдатель. И Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Алям тара анна Аллаха я'ляму ма фис самавати ва ма фи». Разве ты не видишь, что Аллах знает все, что есть на небесах и все, что есть на земле? «Ма якуну мин наджва саласатин илля хуа раби'ухум, ва ла хамсатин илля хуа садисухум, ва ла адна мин залика, ва ла аксара илля хуа ма'хум айнама кану». Не бывает тайной беседы 3 человек, чтобы Аллах не был 4-м. Или тайной беседы 5, чтобы Аллах не был 6-м. И меньше этого или больше этого Аллах обязательно с ними, где бы они ни были. Аллах с нами своим контролем. Аллах с нами своим слухом, своим видением. А потом Аллах сообщит им, что они делали в судный день. Инна Аллах би кулли шейин алим. Поистине Аллах, Он знает обо всем. О сын Адама, о потомок Адама, приучи себя ощущать все время контроль Всевышнего Аллаха над собой.
Приучи себя помнить все время, что Аллах приставил к тебе двух ангелов, которые фиксируют все, что ты говоришь и все, что ты делаешь. Даже стон больного человека и то записывается ангелами. Все плохое, все хорошее, что ты говоришь и что ты делаешь, записывается ими. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валакад халакнал инсан, ва на'ламу ма туwaswisu биhi нафсу». Мы создали человека, и мы знаем, что шепчет ему его душа. То есть все твои мысли, все поползновения твоей души известны Аллаху Субхану ва Тааля. Мы ближе к нему, чем его яремная вена. И вот принимают два приемщика справа и слева, сидя. То есть твои деяния фиксируют, и твои слова фиксируют. Ни одного слова не произнесет человек без того, чтобы не было уже готового наблюдателя, надсмотрщика, который все это записывает. И поистине над вами есть те, которые сохраняют ваши деяния, фиксируют их, кираман, катибин, благородные писцы, я'ламуна ма таф'алун, они знают то, что вы делаете. В судный день ты увидишь все, что ты делал. До мелочей. До мелочей все это будет зафиксировано и представлено тебе. Если благое, увидишь. Если сделал дурное, увидишь. И ничего не скроется. И все будет в этой книге, в твоей книге. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Яума таджиду куллу нафсин ма амилат мин хайрин мухдара». В тот день, когда каждая душа увидит все благое, что она делала, записано. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. А то, что она совершила из зла, пожелает душа: о, если бы между ею и этими злыми поступками было бы огромное расстояние. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, что каждому человеку к шее его представлены его деяния, привязаны его деяния. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ китаба ярфаху маншура. А в судный день мы предоставим его книгу раскрытой. Твоя книга с твоими деяниями будет раскрыта. Икра китабак. Читай твою книгу. Будет сказано ему: читай твою книгу. Икра китабак кафа бинафсика льяума алейка хасиба. Сегодня достаточно тебе в твоем лице того, кто сосчитает свои деяния против самого себя. Человек праведный, человек верующий, человек богобоязненный, он в судный день получит свою книгу, получит ее спереди и справа. И он, открыв ее, возрадуется. Нет более великого ликования, потому что это благая весть о том, что ты спасен. Спасен навсегда, не коснется тебя зло. И он от радости будет показывать людям свою книгу, держа ее в правой руке, и он будет говорить: «Ха-умукрау китабия», вот, прочтите мою книгу. «Инни зананту анни муляхин хисабия», я всегда был уверен, убежден, что я встречу расчет. То есть я верил, что будет судный день и будет расчет. Что касается грешника, что касается ослушника, то когда он посмотрит свою книгу, когда он увидит все злодеяния, которые он совершал в ней, ослушание Аллаха Субхану ва Тааля, то это будет величайшее сожаление. Горе охватит его. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вавудая китаб, фатара муджримина мушфикина мимма фи». И вот будет возложена книга, и ты увидишь, как грешники испугаются того, что будет в этой книге. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. И скажут они тогда: о горе нам, что это за книга? Она не упустила ничего, ни малого, ни большого, она учла все. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. И все, что они делали, они найдут. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. И твой Господь, Он не притесняет никого, не поступает ни с кем несправедливо. О рабы Аллаха, приучайте себя к тому, чтобы помнить о надзоре от Аллаха Субхану ва Тааля.
Пророк, алейхиссалату вассалам, он все время учил, воспитывал своих сподвижников, чтобы они помнили о том, что Аллах над ними наблюдает. Абу Зар, один из великих сподвижников, он говорит: «Аусани халили, саллаллаху алейхи вассалям, анахша Аллах, аннани ара». Мне заповедал мой возлюбленный, кого он имеет в виду? Пророк, алейхиссалату вассалам, чтобы я боялся Аллаха так, как будто я вижу Его. И если не вижу Его, то Он видит меня. Ибн Умар говорит, что пророк, алейхиссалату вассалам, говорил ему, взяв его за плечи, и сказал ему: «Кун фид дунья кааннака гариб ва мусафир». Будь в этом мире, как будто ты чужестранец или путник. Однажды пророк, алейхиссалату вассалам, пришел некий человек и сказал: «Посланник Аллаха, скажи мне какие-то слова, но пусть это будут короткие слова». И пророк, алейхиссалату вассалам, сказал ему: «Салли салатан мувадди кааннака тарах. Фаин кунта ла тараху фаиннаху ярак». Совершай намаз человека, который прощается. То есть твой намаз должен быть таким, как будто ты совершаешь это в последний раз. И возможно, что это на самом деле последний твой намаз в жизни, так как будто ты видишь Аллаха, кааннака тарах. Если ты не видишь Его, Он видит тебя. О сын Адама, воспитывай себя, приучай себя помнить о том, что Аллах за тобой наблюдает, и остерегайся грехов. Отдаляйся от ослушания Аллаха субхану ва тааля. Знай, что если ты и находишься где-то в уединении, никогда не говори, находясь в уединении, я один, потому что Аллах наблюдает. Не считай, что Аллах бывает когда-либо невнимателен к тому, что ты делаешь. Что бы ни было из самого скрытого, это Аллаху известно. Женщина оказалась в пустыне, где нет никого. И бедуин, увидев это, решил склонить ее к греху и начал соблазнять ее, склонять ее к прелюбодеянию. И начал говорить ей: не бойся, кто видит нас? Никто не видит нас, кроме этих звезд. И она сказала: а где же тогда Господь звезд? Девочка, которая сказала своей матери, когда мать хотела примешать к молоку воду: не делай этого. И мать сказала: Умар запрещает делать это. Мать сказала: Умар не видит нас. Почему бы не примешать нам воду к молоку? И она сказала своей матери: если не видит Умар, о мама, то видит Господь Умар. Приучай себя к тому, чтобы помнить контроль Аллаха субхану ва тааля, чтобы оказаться в судный день в тени, которую Аллах субхану ва тааля создаст. И не будет тени иной, кроме той тени, которую создаст Аллах субхану ва тааля. Вспомните этот хадис. Те люди, те категории людей, которых Аллах укроет в судный день, в этой тени. Кто эти люди? Это люди, которые помнили контроль Аллаха над собой. Посмотрите, справедливый правитель. Справедливый правитель, он силен, он правитель, нет на него управы, но он боится причинить несправедливость. Почему? Потому что он помнит контроль Аллаха субхану ва тааля. Или человек, которого позвала женщина к себе, красивая, богатая, и никого нет. И она позвала его к себе, чтобы он совершил с ней грех, а он сказал: я боюсь Аллаха. Или человек, глаза которого слезятся от страха перед Аллахом, когда никто не видит его. Это первый завет пророка, алейхиссалату вассалам,